едины, мы непобедимы! Едины, мы непобедимы! Все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех и все за одного! За всех и все за одного! Выше, выше! Свободный флаг! Диктатура — главный враг! Выше, выше! Свободный флаг! Диктатура — главный враг! Выше, выше, свободный флаг! Диктатура — это враг! Путин убийца! Путин террорист! Назарбаев тоже террорист, убийца И Лукашенко, Назарбаев, Путин, террористы и убийцы! Долой плешивых дедов! Долой дедов! Долой диктатуру! Я хотел бы все-таки обратиться к лидерам протестного движения в Казахстане. Но если чувства и эмоции убрать, друзья, сейчас очень сложный период. Одни говорят, что все уже закончилось, другие говорят, нет, все только начинается. Вы должны знать, введены войска ОДКБ. Ребята, вот те, кто в протестном Казахстане, лидеры, я прошу обратить ваше внимание на что. Поймите, вот, российские десантники введены, пехотные подразделения, там, минометы, артиллерийские и так далее. Вы должны знать, что в Казахстане есть такие же офицеры, они то есть запаса, резервисты. Они закончили, в принципе, одни и те же российские вузы военные. То есть это Омская бронетанковая, у вас на границе рядом, там Астраханская есть, Саратовская внутренних войск, воздушно-десантная, Рязанская. То есть я к чему это говорю всем? Фактически все однокашники. Я обращаюсь к тем, кто, там в системе Ходищев учился. То есть вы всю тактику знаете это. Тактику действий российской армии, как таковой, войсковые операции. То что такое уличный бой, что такое, войсковая операция. Поэтому вы должны соображать примерно, как и что как. Соответственно, принимать меры определенные. Значит, я о чем говорю, что это всего лишь войска, они на чужой земле, а вы на своей. То есть у вас мотивации больше. Я думаю, справедливость на вашей стороне, она и так и есть. И мотивация у вас больше, я думаю, победа она должна быть за вами однозначно. Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Наверное, немного расскажу вам, что у нас за баннер на польском. Самоорганизация вместо диктатуры. Это баннер о том, что мы сейчас видим в Казахстане, когда люди самостоятельно выходят на улицы, отстаивают какие-то свои требования, решают, как они хотят и в какой стране они хотят жить в дальнейшем. Самостоятельно. Вот это то, о чем наш баннер. Что нам не нужны эти плешивые деды, какие-то новые диктаторы и управленцы. Мы самостоятельно можем решать наши судьбы. Нам не нужно передавать управление каким-то непонятным людям, которые не подчиняются нам и нашим решениям. Мы самостоятельно справимся. И мы видели расцвет самоорганизации в Беларуси во время протестов. Когда диктатор, который не хотел справляться с проблемой коронавируса, ничего вообще не делал, когда тысячи людей умирали. А белорусы сами справились с этой проблемой, пытались справиться с этой проблемой. И многие жизни были спасены благодаря этому. Как белорусы привозили воду своим согражданам в тех районах, в которых пропала вода. Я думаю, в Казахстане подобных историй много. И вот это будущее. Будущее, в котором мы должны жить. Будущее, где мы сами управляем нашими жизнями. Где мы не зависим от всех этих паразитов, которые в любой момент могут отдать приказ о нашем убийстве, если какие-то наши требования им не понравятся. Как сейчас происходит в Казахстане. Из-за того, что какой-то ублюдок не хочет идти в отставку, в вашу страну вторгаются иностранные войска, и людей убивают на улицах. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим сами управлять нашей жизнью. Долой диктатуру! Наше решение – самоуправление! Наше решение – самоуправление! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан! Алга Казахстан!
хотел бы, я вчера приглашал и приглашаю вас сегодня, тут больше людей. Приходите в это воскресенье в 2 часа дня на Замковую площадь Варшавы. Там будет проходить наша регулярная воскресная акция. И мы ждем вас всех, потому что тема происходящего в вашей стране будет одной из главных тем на нашей акции. Мы все переживаем и надеемся, что у вас все получится. Я бы хотел, чтобы в это воскресенье на нашей акции кто-то из вас рассказал о ситуации в стране. И можно не один, а несколько людей. И я хочу сказать, что очень важно вам не бояться и говорить о том, что происходит в вашей стране. Вы же понимаете, что вся эта диктатура, она строилась на нашем молчании. И в Беларуси, и в Казахстане. И здесь, в Европе, где более-менее свободно, пока более-менее свободно, мы можем говорить, учиться говорить публично, не бояться публики, других людей, выражать свое мнение. И я считаю, что это очень важно, потому что в будущем это нам поможет в наших свободных странах, которые мы вернемся отстраивать. Я бы еще хотела добавить для ребят из Казахстана, для тех, кто не очень может быть в курсе ситуации в Беларуси. На данный момент в Беларуси уже нет свободных СМИ. Все СМИ, которые были зарегистрированы на территории Беларуси или не были зарегистрированы, они просто уничтожены. Более 50 тысяч белорусов уехали из страны, потому что им грозили уголовные сроки. Сейчас более 300 тысяч, я прошу прощения, говорил. Сейчас на данный момент более 1000 политических заключенных у нас уже. Более 1000 людей. Люди просто сидят с семьями. Им дали сроки, начиная там от домашней химии, это самое мягкое, наверное. У нас так говорят про это, что это повезло, понимаете? До 20 лет лишения свободы, 20 лет. Народ Казахстана, вы не должны растягивать свою борьбу. Нужно бороться до конца. Да, мы не можем давать вам советы в этом, но мы очень сильно поддерживаем и очень сильно болеем за вас. Мы должны все вместе, объединившись, победить эту диктатуру. Иначе мы боремся уже 2 года. Сейчас у нас люди просто гниют в тюрьмах. Их более 1000. Поддерживайте, пожалуйста, людей в Казахстане. Это очень важно. Когда у вас есть возможность, появится связь, поддерживайте их, начиная от добрых слов и заканчивая тем, что нужно помогать людям деньгами, потому что сейчас там, насколько я понимаю, сложная ситуация. Это очень важна поддержка из-за границы людей, которые находятся в эпицентре событий. Спасибо вам за то, что вы такие смелые, что вы сегодня пришли. И нам очень-очень приятно чувствовать это объединение народов против диктатуры. Спасибо вам. Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Дорогие соотечественники, дорогие братья белорусы, спасибо всем, кто пришел сюда. Знаете, главная тема всех наших собраний, всех движений в Казахстане – это единство. И это единство наш народ показал сполна. Вспомните, как все начиналось. Люди ставили юрты, делились едой, приносили, поддерживали друг друга, пели песни. И вот это единство нужно дальше держать. Несмотря на все провокации, несмотря на все вещи, которые крутятся, несмотря на все информационные атаки о бесчинствах и так далее. В большинстве случаев, я думаю, они преувеличены, но это не суть. Суть в том, что мы должны показывать единство, что мы должны оставаться вместе. Без споров, спокойно. Будем противостоять этому режиму. Что я хочу сказать еще? Всем спасибо большое. Мы дальше так будем продолжать бороться спокойно, мирно, высказывая свои требования и проводя аргументированную критику. Мы не дикий народ, мы народ великих умов. Мы последователи Алаш-Орды. Мы интеллигенция, и мы интеллигентностью будем давить эту диктатуру. Мягкой силой.
Спасибо всем еще раз, кто здесь пришел в этот день, оказал поддержку. И на окончании я хочу, давайте споем наш гимн, который вместе с нашим небесно-голубым флагом показывает нашу свободу и показывает нашу борьбу независимости. И еще пару слов. Небольшие технические проблемы. Тут ребята хотят на польском сказать, и сразу после этого начнем. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że Kazachstan przez całą swą historię był krajem wielonarodowym, wielowyznaniowym. Wielu Polaków znalazło tam swój dom po represjach za czasów rządów Stalina. W te czasy Kazachowie okazali wsparcie narodowi polskiemu. Bardzo dużo Polaków zostało uratowanych tylko dlatego, że Kazachowie dzielili się swoim jedzeniem. Dzisiaj też na terenie Kazachstanu mieszka sporo Polaków, około 40 000. Ten problem jest dla nas wszystkich wspólny. Ja nie chciałbym wypowiadać się albo za jedną stronę, albo za drugą, ale chciałbym powiedzieć, że jesteśmy za pokój. Bardzo dziękuję narodowi polskiemu, że po prostu udzielił nam taką możliwość pokojowego zebrania się na danym terenie i opowiedzenia się, bo wolność słowa jest cnotą. Bardzo dziękuję. Altından dalası, yerlikten dastanı, yerime karşı. Yeşilden yerdigen tankımız çıktı oy, namusum vermegen kazağım mıktı oy. Benim yerim, gölüm bulup, yegelemen, jörüm bulup, tövlemin yerim, tuğan yerim benim, Kazakstanım, urpakka yol açkan, kem baytak yerim var. Birligi jaraskan tevesiz yerim var. Qarsalgan vaqtda mangilik olsunday, bizning yel vaqtda bizning yel olsunday. Menim yelim, gölüm bulup, yegelemen, jarım bulup, tövlemin yelim, tuğan yerim benim, Kazakstanım. Спасибо всем! Молодцы! Алга, Казахстан! 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 Алга, Казахстан!